Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Весна – это время, когда буквально все вокруг кричит о преображении. Природа меняет краски, а вместе с ней человек хочет видеть себя более здоровым и красивым. О том, как сохранить природную красоту и молодость, а также взглянуть на себя совершенно новыми глазами, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Инной Вербицкой, челюстно-лицевым хирургом, дерматологом, косметологом, ординатором по направлению пластическая хирургия. Добрый вечер, Инна Андреевна. Добрый вечер, Яна. Ну, раз нашу программу я начала с разговора о весне, хочу спросить у вас, как у врача-косметолога, есть ли какая-то сезонность? Вот бывает ли наплыв клиентов именно весной, вот прям как в спортзале бывает порой? Вы знаете, я что хочу сказать о сезонности. Тут мы привязываемся к такому параметру, как фототип. И, например, в Якутии у нас где-то 3-4 фототип. И это будет закладывать определенные ограничения по проводимым процедурам. То есть если мы возьмем какую-то там жаркую страну, и где, например, будет фототип, как у вас или как у меня, то есть светлые, со светлой кожей девушки, со светлыми глазами, светлыми волосами, они-то проводят круглый год. Даже какие-то там агрессивные мероприятия, да, то есть там ограничений нет, а у нас ограничения есть, но они связаны с тем, что это может вызвать неприятные моменты, как пигментацию. Поэтому, да, действительно, есть рекомендации, которые желательно соблюдать, учитывая наши фототипы местные, и, соответственно, это, например, шлифовки лица, это фототерапия, вот эти мероприятия, они будут проводиться вне такого активного периода солнца. А какие процедуры точно не стоит делать весной? Ну, ведь сейчас, вот как вы сказали, солнце действительно очень агрессивно. И давайте расскажем нашим телезрителям, что предпочтительнее делать, ну, допустим, в каждый сезон, то есть весной, осенью, летом. Что не делать вот например, апреле уже стоит воздерживаться от глубоких шлифовок, таких горячих шлифовок с выраженной реабилитацией, то есть когда кожа покрывается корочкой, и эта корочка должна отшелушиться. При отшелушивании и попадании ультрафиолета это может привести к нежелательному явлению, такому как гиперпигментация. Также это касается и фототерапии. Но это не значит, что никаких других мероприятий делать нельзя. То есть у нас есть лазерные технологии, которые не вызывают ожог кожи, а, соответственно, мы спокойно можем проводить их круглый год. Есть ультразвуковые технологии, которые никак не влияют на поверхность кожи, можно проводить круглый год. Есть технология, например, тоже современный игольчатый РФ-лифтинг, ожога поверхности кожи не происходит, и повреждение оно наносится под кожей, поэтому тоже это снижает риски и может проводиться круглый год. Вот одно время в социальных сетях были ролики, когда девушки показывали, допустим, врачи показывали, точнее, девушек, которым они сделали лицо под ключ за одну процедуру. И комментаторы разделялись ровно на два лагеря. Одни говорили: вау, классно, супер, как это вы вообще смогли сделать? Другие говорили: это все вранье, это неправда, такого не бывает. Вот давайте рассудим, кто прав, кто нет. Вот бывает вообще такая история, как лицо под ключ за один сеанс? Бывает такая история, но здесь есть некоторое но. Во-первых, прямо супер под ключ из 50, там, я не знаю, в 35, это, конечно, пластическая хирургия. Когда избытки кожи свисающие, ее отрезали, простите, и лицо натянулось, да, в моменте это сразу будет фотография, но единственное, что отечность. Если мы берем косметологию, то все-таки здесь нужно смотреть, использовался ли там фейстюн или какие-то вот эти фишечки, да, которые приукрашают реальность, потому что если вживую смотреть на этого человека, не факт, что это будет так же красиво, как на картинке. Я отношусь к тому виду, наверное, назовем так, специалистов, роду специалистов, которые планомерно подводят человека с каждой последующей процедуры к тому, что в итоге он выглядит лучше и моложе, чем с того момента, когда он обратился. И, соответственно, вот это планомерное улучшение внешности такое, то есть время идет, а он потихонечку становится молодеет. Да, лучше, как-то свежее и, соответственно,
увереннее в себе. И это человеком воспринимается, ну, более адекватно. Мы, например, сравниваем фотографии там вот 3 года назад и сейчас, и человек такой: вау, это я, классно. То есть и вот такая вот долговременная работа в перспективе, она, конечно, дает классные результаты. Можно дать эффект, вот как вы говорите, прям, ну, в моменте? В принципе, да, можно. Но на это будут влиять и исходные данные человека, конечно, потому что там степень выраженности птозы, когда кожа и подкожно-жировая клетчатка, например, опускаются, либо это явная дряблость кожи, то есть какие-то моменты ты моментально улучшить не можешь. Поэтому здесь вот такой двояко будет вроде бы да и вроде бы нет, немножко обтекаемо, но возможно. А давайте поговорим о проблемах, которые могут подстерегать нас там, где их вот вроде бы не ждешь. Ведь не так часто врачи говорят о каких-то, ну, скажем так, провальных моментах и вообще проблемах. Вот какие моменты вы бы могли отметить как вот сложные в работе с пациентами и их кожей? Ну, смотрите, во-первых, я бы хотела здесь отметить тот факт, что когда человек приходит в медицинскую клинику, получает услугу от врача, то, соответственно, какие-то моменты в виде там осложнений, каких-то побочных явлений, они решаются совместно с клиникой, идет реабилитация, решается совместно с доктором, если вдруг это произошло. Как правило, в большинстве своем такие неблагоприятные какие-то моменты, они могут быть, но они в небольшом процентном соотношении, и все решаемо. Да? Здесь нету такого, что что-то, ну, прям конкретно необратимое, и ничего нельзя сделать. Чего я не могу сказать о специалистах, которые не имеют высшего медицинского образования и берут на себя, например, ответственность брать вот косметологические услуги в свой обиход. Потому что, ну, не имея пониманий вообще в медицине, не имея, ну, наверное, даже, я бы сказала, ответственности в отношении, какие приобретаются препараты, вот там, да, могут быть и там ишемии, и некрозы, и какие-то вот отмирания ткани, некроз — это отмирание, да, то есть могут быть какие-то перетягивания нитями и прочее, да, то есть что-то противоестественное, когда человек не совсем понимает, что он делает, а следует каким-то тенденциям модным, назовем это так. Поэтому я для себя выделяю, да, вот могу это разделить, что вот если какая-то ситуация случается, например, в клинике, то человек, он застрахован, и он, ну, гарантированно получает надлежащую медицинскую помощь и также реабилитацию. Ну вот, надеюсь, ответила. Так, вот подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать специалиста? Вот вы сказали, что порой действительно медсестры, насколько я знаю, вот тоже такие истории были, они выдают себя за врача и проводят те процедуры, которые, по идее, делать не должны. Имеет ли право пациент, ну, с вашей, скажем так, внутренней точки зрения, по законодательству, конечно, имеет проверить документы, и как вы к этому относитесь? И вернусь еще раз, как выбрать специалиста? Смотрите, медсестры, они многие перечень делать действительно могут. Да? То есть есть разделение на врачебную косметологию, на медсестринскую косметологию. Поэтому я бы, ну, даже не отнесла туда медсестер, потому что это тоже специалисты с медицинским образованием. Да? Я, когда отвечала на прошлый вопрос, имела в виду людей, которые вообще никак не связаны с медициной. Да? То есть такое тоже бывает? Такое тоже бывает. Ничего себе. И поэтому обязательно нужно спрашивать, обязательно нужно убедиться, что человек имеет медицинское образование. Для того, чтобы получить, например, услугу, там, мезотерапию, чистку лица, массаж, пилинг, достаточно и среднего медицинского образования. Да? Если мы говорим о контурной пластике, какие-то аппаратные технологии серьезные, которые лифтинг лица, ну, направлены на лифтинг лица, какие-то серьезные параметры нужно выставлять там на шлифовке, это, разумеется, все уровень врачебный, уровень доктора. Да. Поэтому ну, здесь есть вот некое такое разделение. И
попросить документы, ну, это нормально. То есть можно написать, а есть ли у вас документы о высшем образовании. Либо если это, например, там, Инстаграм, то там могут быть выставлены дипломы, или если у человека есть личная страничка в виде сайта, то там тоже могут быть подкреплены дипломы, и можно посмотреть и убедиться в том, что, ну, это и есть доктор. Когда пациент обращается, ну, будущий пациент, человек обращается в клинику, то или в салон, у нас же есть еще в салонах, где оказывают косметологические процедуры, то необходимо поинтересоваться о наличии лицензии на оказание такого вида услуг. И тогда, ну, хотя бы на этом уровне есть человек гарантия, получает, да, гарантию в том, что так, ага, вот здесь как бы все нормально, это медицинская лицензия, это врачи-косметологи, и уже первая ступень, так скажем, пройдена. Да. А вот стоит ли верить фотографиям в социальных сетях? То есть очень много фотографий, где действительно используются всякие фейстюны, любые другие программы. Вот как понять, что перед тобой настоящая работа доктора, врача? Ну, вы знаете, это действительно есть. И даже я, когда смотрю чьи-то работы, я не всегда до конца уверена, что не использованы какие-то программы. Но в большинстве своем из того круга общения с теми специалистами, с которыми я общаюсь и которых я знаю, они не прибегают к данному улучшайзингу. Ну вот, что касаемо как выбрать время соцсетей. И люди выбирают по картинке. И в первую очередь, заручившись теми параметрами, да, которые мы обсудили, как выбрать клинику и специалиста, дальше уже следует консультативный прием, где человек уже может в личной беседе определить, насколько ему здесь безопасно, комфортно, насколько открыто отвечают на тот или иной вопрос, и уже можно не записываться сразу на процедуру, можно пройти вот этот этап консультирования. Но я думаю, что это тоже вариант. Либо сейчас распространено использование онлайн, также можно с доктором обсудить какие-то моменты, вопросы онлайн, и ты тоже сразу понимаешь, ну, некий уровень компетенции. Поэтому да, и насколько тебе близко, что говорят. Ну вот вы сказали, что очень часто используются современные технологии. Действительно, медицина шагнула далеко вперед. Появилось огромное количество процедур аппаратной косметологии. Давайте поговорим про них. Вот. Но у меня, если честно, есть ощущение, что не все процедуры одинаково полезны. Расскажите о том, какие процедуры аппаратные имеют действительно очень классный эффект, и какие стоило бы рассмотреть с опаской, и, возможно, здесь есть какие-то моменты, касающиеся возраста. Вы знаете, я фанат своей профессии, и я скажу, что от всего есть результат. Но каждой технологии у нее есть определенные параметры. То есть, например, есть идеальный пациент под технологию А, идеальный пациент под технологию Б. Там, высший пилотаж, когда ты умеешь все технологии между собой сочетать и давать эффект X10 пациенту. Вот, поэтому сказать, что есть какие-то плохие технологии, тут все будет зависеть, опять же, от, наверное, уровня специалиста и его меры ответственности к своей профессии. Потому что мы знаем, что некоторые сочетают с основными, например, какими-то родами деятельности. Это не является, например, основной профессией, является дополнительной. Да? Поэтому никого я не дискредитирую, я просто рассуждаю на этот счет, что вот все будет зависеть от данного конкретного лица, как он относится, насколько он серьезно погружен в свою профессию, в те услуги, которые он оказывает, насколько он хорошо разбирается. Это, конечно, будет играть определяющую роль. Вот я вспомнила историю одного пациента, который обращался ко мне в Москве, и за консультацией, что по плану процедур, что можно делать в ее случае. И когда я спрашивала анамнез, собирала анамнез, я выяснила, что данный пациент проводил, например, процедуру смаз-лифтинг. Это ультразвуковая технология, которая без операции позволяет привести к подтяжке лица.
Но она делала это раз в месяц 3 раза. Но это как бы too much, это прям очень много, очень часто, потому что мы даем рекомендации. Но если это, например, девушка там, от 40, то это можно делать там, раз в год, раз в полтора. Если девочка помоложе, там, от 30, там, 35, это раз в 2 года. Да? А тут человек это делал раз в месяц, и, соответственно, повреждение для тканей, оно в большей степени будет, нежели там, реабилитация и так далее. Плюс это некие рубцовые изменения в внутренних структурах кожи, подкожной жировой клетчатки. То есть все это нужно взвешивать. И я, например, понимаю, что вот этот метод я не могу ей порекомендовать, потому что уже есть шанс навредить. Есть шанс человеку навредить, поэтому нужно обязательно взвешивать, что было у человека до, и, соответственно, какой он планирует получить результат. И иногда следует вовсе отказать пациенту и сказать, что, вы знаете, уже рассматриваете для себя пластическую хирургию, потому что все, что мы могли... Вы к ней готовы. Вы к ней готовы, да. Все, что мы могли сделать косметологией, мы сделали. Обижаются? Вы знаете, тут все зависит от того, насколько возникли доверительные отношения во время беседы. Это же тоже такой психологический момент, потому что человека нужно понять, чтобы он почувствовал, что его проблемы прочувствованы, приняты так же, как и им, и посоветовать оптимальное решение, которое может человек этот принять. Помощь в принятии решения. А как вы относитесь к домашнему уходу? Вот, например, опять-таки какими-то аппаратами. Вот есть же всякие вакуумные чистки, ультразвуковые чистки. Стоит ли ими дома пользоваться? И если да, то какими? Имеет ли значение фирма и аппарат сам? Я хочу сказать, что не имеет. Почему? Потому что сколько было пациентов, которые что-то себе купили, и это просто лежит. Вот это я. Вот и пожалуйста. Поэтому большого смысла в том, что это приобретено, скорее всего, это просто будет лежать, валяться и не использоваться по назначению. Поэтому это не значит, что я прям против. Конечно, если у человека есть желание, нужно брать, пробовать, и, возможно, вы супердисциплинированные, и, возможно, другие люди супердисциплинированные, и они будут пользоваться, тогда да. А так большого смысла нет, потому что даже пациенты, у кого есть высыпание на коже, и они приобретают домашний Дарсонваль, чтобы они практически тоже им не пользуются. Поэтому насколько это актуально, мне кажется, что не совсем. А вот если Дарсонвалем все-таки пользоваться, он имеет эффект? Конечно. И он имеет эффект не только в отношении высыпаний на коже, он не только бактериостатический эффект бактерицидный оказывает. Его можно по коже головы, его можно использовать, потому что это улучшает микроциркуляцию, соответственно, рост волос. И можно использовать в отношении каких-то простудных заболеваний, герпеса. Можно там бородавки тоже отлично уходят при помощи Дарсонваля. То есть, в принципе, это да, этот метод это многофункционально, этот метод физиотерапии, который действительно работает. А вот как вы относитесь к массажу лица? То есть камни, которые называются гуаша, и как бы девушки, которые тоже, опять же, в соцсетях показывают, как они делают массаж, они действительно поражают. То есть как бы было до одно, и как бы вот совсем другое дело, когда она начала систематический массаж делать. Это классная тема. Я до 30 в это не верила. А потом? Но после 35 я в это поверила. Потому что действительно у нас есть скопление лимфы, и самомассаж, использование рук или каких-то инструментов для массажа — это однозначно плюс. Для супердисциплинированных людей, которые могут это делать ежедневно на протяжении продолжительного времени, это будет давать классные результаты. Это не повлияет на качество кожи, то есть она будет постепенно увядать, но на лимфодренаж, на лимфоотток это действительно повлияет, и, как вы говорите, вот этот ошеломительный и восхитительный результат, он действительно будет, поэтому здесь больше, да. А там можно как-то что-то неправильно делать, и чтобы, может, что-то... там все просто. Там практически все движения идут от центра к периферии, к ушам, либо сверху вниз к
опять же, к лимфоузлам в подчелюстной зоне. Угу. Ну, давайте перейдем к вопросу об уходовой косметике. Это вот, наверное, один из важных вопросов, который беспокоит каждую женщину. Расскажите о том, все же, какую косметику выбирать для себя, кто ее должен подбирать, специалист в клинике или можно прийти в магазин и тебе помогут? Ну, я думаю, что все-таки в клинике, но вот хочу уточниться. Опять же, я заметила такую взаимосвязь. Вот когда особых нет изменений первоначальных, то можно пользоваться любой косметикой, если нет проблем, если нет там пигментации, то есть никаких проблем с кожей нет, то масс-маркет, он может широко использоваться, и он будет потребителя удовлетворять. То есть он будет работать? Он будет работать. Когда же есть какая-то определенная проблема, то, соответственно, мы не можем рассчитывать с такой большой надеждой на масс-маркет, потому что все-таки для того, чтобы эта косметика продавалась широко, она лишена каких-то очень серьезных составов. Потому что вся косметика, которая продается, например, в косметологической клинике, то она уже проходит определенные стандарты. Да, и, например, для того, чтобы врач ее назначил, он проходит обучение на эту косметику, чтобы понимать, что с чем, когда, кому и почему. Поэтому, конечно, я буду за профессиональную косметику, и, соответственно, ну, на нее вот можно уже возлагать надежды, да, и подбирать ее таргетированно под ту или иную проблему. Так, ну, разобрались, где нужно покупать уходовую косметику, что с ней делать. И вот, опять же, крем из масс-маркета. Вот очень часто действительно на них возлагают большие надежды. С какого возраста стоит вообще мазать лицо кремом? И стоит ли вообще это делать, ну, юным девушкам? То есть, как бы зачастую они не отдают большого, ну, не уделяют большого внимания вопросу полезности. То есть, ну, любой попавшийся взял и пошел, как бы. Можно ли этим навредить? И вот в юном возрасте насколько этому моменту нужно уделять серьезное внимание? Но поскольку девушки достаточно рано начинают использовать декоративную косметику, то, соответственно, важно, чтобы они тщательно ее смывали. Да, чтобы они использовали мицеллярную воду или гидрофильное масло для того, чтобы смыть косметику. После этого нужно умыть лицо, то есть нужно воспользоваться средством для умывания. После этого нужно протереть кожу тоником, после этого нанести крем. Это вот такой базовый, простой набор, который, в принципе, актуален для любого возраста. Когда уже у нас какие-то небольшие изменения начинаются, ну, то есть даже девушка там в 23, она может прийти и сказать, у меня там, например, темные круги под глазами. То есть, в принципе, обращаемость, она не связана там с возрастом 30 лет. То есть приходят пациенты и там до 20, и после 20, ну и так далее. Но все же зависит от того, насколько качественный образ жизни ведет человек. То есть это уже не только крем, то есть нельзя же возлагать надежду только на крем. Вот я использую косметику хорошую, я умываюсь, но при этом ем фастфуд, там, не знаю, злоупотребляю газировкой и так далее. И как бы веду такой очень активный светский образ жизни, поэтому, возможно, кожа же от этого тоже страдает. Кожа от этого тоже страдает, плюс недосыпы, вот это когда меняется вообще у человека, ночью живет, днем спит, то есть это тоже циркадные ритмы нарушаются, это тоже будет влиять огромную роль. И опять же могу сказать, что здесь, в Якутии, пациенты выглядят моложе, а в Москве пациенты выглядят старше. За счет чего это происходит? Очень часто, да, я слышу, что у нас в Якутии женщины, как будто и мужчины, сохранились в каком-то возрасте. Заморозились. Да. С чем это связано? Я думаю, что там больше нагрузка в виде стресса, в виде... Там очень длинные рабочие дни. Плюс дорога до работы. Да, вот считайте, от 10 до 12 часов плюс дорога. То есть где-то 14, 15, а то и 16 часов уходит на то, чтобы добраться до работы, поработать и вернуться. Поэтому все-таки вот ритм жизни, он тоже будет влиять. То есть он может быть супер на ПП и супер там, не знаю, и следить за собой, и спортом заниматься, но при этом тоже будет выглядеть устало и, ну вот, не на свой возраст, а старше.
То есть, а вы даете своим пациентам рекомендацию, что вот вы сходили к косметологу, вы хорошо питаетесь, вы отдыхаете. Вот что еще нужно к этому замечательному списку добавить, чтобы стать, скажем так, полноценным, классным, хорошим человеком визуально и внутренне? И визуально, и внутренне. Но это, опять же, разговоры с разным пациентом о разных вещах. Да? То есть, например, позволить себе там, поболтать за там, здоровый образ жизни, за тренировки и так далее, мы можем уже обычно с теми пациентами, которые регулярно, так сказать. Постоянные. Да, постоянные, потому что с первичным все-таки будет направлен разговор на там, решение какого-то запроса, обсуждение страхов, обсуждение там каких-то возможных вариантов течения. Ну, так что, да. Но в целом, да, конечно, обсуждаем, конечно, важно. Конечно, обязательно говорю, что нужно высыпаться, потому что это прямо стопроцентное попадание. Потому что если человек спит, я не знаю, ну хотя бы там меньше 7 часов, то это будет влиять на его, в принципе, психоэмоциональное состояние. От этого тоже будет человек плохо выглядеть, да, вечно уставший, недовольный и какой-то рассерженный. Вот не могу не спросить про одну из распространенных проблем, которая мучает вообще людей в целом. Это акне. Расскажите, как бороться и можно ли избавиться полностью от этого недуга, если у человека есть серьезные проблемы? И как это сделать? Вы знаете, вот тема акне — это вообще моя любимая тема. И я за последние 4 года стала проводить онлайн-консультации и помогать пациентам дистанционно. То есть я поняла, что даже можно вылечить пациента, если он не будет приходить на прием, но при этом он будет выполнять рекомендации. Лечение акне — это продолжительный процесс. То есть это не двухнедельный или какой-то месячный курс. Это прямо полгода введения каких-то определенных привычек. Это необходима и смена образа жизни. Мы об этом говорим, мы это проговариваем, следим за внедрением. И, в общем, человек постепенно обучается тому, что важно для него в определенных условиях. То, что угревая болезнь — это хроническое заболевание, оно действительно может обостряться, это да. Но можно привести пациента к длительной ремиссии, и когда у него небольшое обострение, он уже понимает, так, значит, я вот там должен пересмотреть, может быть, уход, пересмотреть питание и так далее, и так далее. То есть это будет складываться из, конечно, разных параметров, потому что возникновение акне — это соединение нескольких причин, это не один какой-то фактор, плюс, конечно, генетически это тоже играет роль. Давайте развенчаем миф о том, что к косметологу ходят только женщины. Так ли это или нет? Нет, не так. И какие процедуры вы бы посоветовали сделать мужчинам? Обязательно. Вы знаете, в принципе, мужчины, они делают все те же процедуры, что и женщины. Но если мужчине будет больно в первую процедуру, он больше не придет. Поэтому я стараюсь максимально комфортно как-то провести несколько первых приемов, чтобы пациент понял, что так, здесь безопасно, и я вижу результат этих процедур, и, соответственно, можно дальше предлагать какие-то и более серьезные методы. Но все серьезные методы практически они сопровождаются болевыми ощущениями. Да, это нужно, как ни крути. Но да, в меньшем процентном соотношении. Но эти мужчины есть, они хотят хорошо выглядеть, они готовы потерпеть, если понимают, для чего они это делают. Они готовы соблюдать периодичность посещений. То есть когда мужчине говоришь, что вот, смотрите, нужно прийти тогда-то, то в принципе тут всегда все случается, наверное, на 90%. Учитывая там отпуски и прочие какие-то, приболел, заболел и прочее. Потому что девушке, если она как бы все хорошо, она такая, мне пока норм. Хотя здесь тоже есть момент профилактических мероприятий и поддержания. Сейчас, к счастью, мы отошли от больших губ, но все равно бывают случаи, когда девушки хотят сделать очень большие губы. Вообще, чем это обусловлено, как вы считаете? Вот такая погоня за гиперболизированной какой-то красотой. И как вы работаете с такими пациентами? Отговариваете, делаете? Вообще, как это происходит? Я стараюсь не брать в работу, когда
есть уже момент вот этой гипертрофии. Стараюсь объяснять, чем это чревато. Объясняю, что последующее введение может вызвать ишемию, да, из-за того, что будет затруднена микроциркуляция в этом месте. Я, в принципе, не работаю большими объемами, и даже не говоря про губы, я стараюсь придерживаться естественности, натуральности, поэтому в очень небольшом количестве, только вот точечно, локально и как вишенку на торте использовать уже препараты для объемного моделирования лица. Вот хотела вас спросить про подтяжку золотыми нитями. Вот насколько она сейчас актуальна, пользуется ли спросом, и мне почему-то кажется, что от этого уже отошли, или я ошибаюсь? Вы знаете, я за свое время работы, это с 2012 года, у меня никогда не было пациента с золотыми нитями в лице. Это не значит, что их нет, это у меня их не было. И за время моей работы, что в Якутске, что в Москве, ни в одной клинике этот метод не предлагался и не рассматривался. Поэтому я считаю, что все-таки этот метод, он потерял свою актуальность, потому что сейчас столько современных технологий, которые... Что можно сделать взамен? Много чего. Это будет зависеть от того, какое лицо, потому что у нас есть разные типы старения. Соответственно, это может быть худенькое личико с дряблой кожей, это может быть объемное личико с щечками, это может быть мускульный тип, когда выражены скулы, и как будто бы ты смотришь человеку 40, а ты думаешь 20, да? Ну, то есть у каждого будет разный план. Даже если это одна и та же процедура, то каждый из этих пациентов, он абсолютно разный эффект даст на данную процедуру. А в какой момент косметолог оказывается бессилен, и в бой должна вступить пластическая хирургия? Вот когда вы даете такую рекомендацию? Я всегда, когда начинаю консультацию, говорю, что косметология – это не пластическая хирургия. И чтобы не ожидали таких результатов и не было таких завышенных ожиданий, как пластической хирургии. У нас эффект действительно временный, и когда мы его получаем, и если пациенту нравится, то его нужно поддерживать. То есть я сразу с порога разделяю ответственность на двоих, да, чтобы пациент понимал, что да, вот здесь веко там приподнять, сократить можно, но радикально это хирургия. Там, опять же, касаемо овала лица или там дряблости кожи шеи. Я говорю, по-хорошему это хирургия. Если вы готовы, вы сделаете, и у вас натяжение, эффект, он будет сразу же. Но опять же, здесь нужно понимать, что косметология и хирургия — это не конкуренты, это помощники друг друга. Потому что когда косметолог поддерживает, ведет пациента до определенного этапа и передает к хирургу готового, да, с упругой, хорошей кожей, там хирург скажет спасибо, потому что ему в процессе работы будет комфортно работать, и период реабилитации, заживления, восстановления у пациента будет проходить быстрее. Поэтому это как вот рука руку моет, я считаю. То есть вы коллеги в этом вопросе. Да. Ну, какой совет в завершении нашей программы я бы вас хотела попросить дать совет нашим женщинам? Какой бы вы совет дали? Важный, хороший, косметологический, возможно. Я, наверное, сказала бы, что нужно найти специалиста, которому вы можете довериться, и с которым вам будет комфортно, которого вы будете понимать и который будет понимать вас. Потому что когда вы на одной волне, то вы обречены на успех. Я думаю, что вот так. А как часто вообще можно встретить хорошего специалиста у нас в Якутске? Как вы оцениваете наших врачей? Я хорошо оцениваю. Я, вы знаете, к этому не отношусь как к вопросу конкуренции. Я считаю, что мы все союзники, и мы все друг другу помогаем, потому что в разных клиниках разное оборудование. И, соответственно, мы в рамках одной клиники можем дать вот такой эффект от таких процедур и направить, сказать, что пациент может получить в другой клинике, направленный на другие уровни его проблемы, и получить там решение. Поэтому все это взаимосвязано, хороших специалистов в городе хватает.
И я считаю, что вот объединение, общность — это вот, наверное, наше будущее. Я благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.